Шейх Ибн Таймия утверждал, что поистине Всевышний Аллах посадит пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, рядом с собой на арш. Он приводит это с полной убежденностью и подкрепляет свои слова риваятом от Муджахида, рахимахуллах. В книге Сунны, то есть приводится от Абу Асим, ривая Ибн Фудейль от Лейса, от Муджахида, что он сказал. То есть приводится аят «Аса айяба'асака раббука макамам махмуда». Аят Корана, что, вероятно, Господь твой даст тебе особенный макам, особенную степень, хвалимая степень, макам Махмуд. И дальше он говорит, это означает, то есть это риваят говорит, что он сядет, макам Махмуд, Расулуллах сядет рядом с Господом. Приводит этот аят, то есть приводит риваят, который не достоверен, приводит риваят от имама Муджахида, рахимуллах, который не относится к нему, недостоверно, что он от него идет. Основа этого риваята аят, который говорит о том, что макам Махмуда, якобы это будет то, что именно вот эта степень, когда он будет сидеть. Здесь лишь уподобление к акиде Насара и убеждению, которое пришло из Исраилията. То есть из иудейских верований и также из верований Насара. Поэтому это не акида мусульман. Это есть в акиде Аль-Китаб, но это не акида мусульман. Мы должны знать, что макам Махмуда – это степень шафаата, благодаря которой Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, иншаллах, будет заступаться за свою умму. Иля шарафин набии, ва алихи, ва асхабихи, ва машайхи, фатиха.